Ключевая тема дискуссии «Межкультурное общение, контакты и конфликты» охватывала широкий спектр вопросов, связанных с ролью языка и культуры в налаживании взаимопонимания между народами. Мероприятие объединило преподавателей и исследователей из России и Абхазии. В нем участвовали представители Московского, Адыгейского и Абхазского государственных университетов. Круглый стол стал очередной площадкой для обсуждения роли языка в понимании культурных различий и налаживании диалога. Очень интересные доклады, которые дают представление о ценностях народа, о культурных кодах, которые заключены в паремии, во фразеологии, если говорить узко. Я думаю, что такие контакты, они позволяют на самом деле лучше узнать друг друга. Но не менее важную ценность обретает то, что в этом году, в рамках соглашения между вузами, Абхазским государственным университетом и МГУ имени Ломоносова заключен общий большой договор, рамочный договор. Но вот сейчас представитель МГУ, заведующая кафедрой общего языкознания, она приехала с предложением подписать договор между филологическим факультетом МГУ и АГУ. Они предлагают такое региональное исследование языкового сознания народа Абхазии. Участники круглого стола подчеркнули, что язык и культура являются не только средствами коммуникации, но и носителями исторической памяти, ценностей и традиций. В этой связи изучение языков и культуры соседних народов предоставляется важным фактором укрепления добрососедских отношений и предотвращения конфликтов. По материалам круглого стола будут публикованы в данном случае 12 работ от нас, 15 работ от Адыгейского университета. И Адыгейский университет на себя берет издание этих материалов. Они будут иметь огромное значение, потому что на этом круглом столе поднимаются вопросы, связанные с межкультурной коммуникацией. Мы знаем, что мы живем в постоянно меняющемся мире, что вокруг нас очень много народов, языков, и вопросы коммуникации обретают особую актуальность, потому что они позволяют, правильно выстроенная коммуникация позволяет предупредить возможные конфликты общения. В ходе дискуссий были затронуты вопросы влияния глобализации на культурное разнообразие, проблемы сохранения национальной идентичности в современном мире и необходимость развития межкультурного диалога на всех уровнях. Особое внимание было уделено роли образования и науки в формировании толерантного отношения к другим культурам. Когда декан, профессор Липгард, рассказал об инициативе кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания заключить дополнительные договоры по отношению к двум университетам, соответственно, здесь представленным, это было встречено Виктором Антоновичем с большим воодушевлением. И это очень приятно мне исполнять некую возможность представления статуса по существу, представления о наших встречах сегодня и которые будут у нас, соответственно, в будущем. Это означает то, что есть не только научная заинтересованность, но и государственная заинтересованность в том, что касается нашей деятельности. Круглый стол стал площадкой для обмена опытом и идеями между учеными и преподавателями из Абхазии и России, способствуя углублению сотрудничества в сфере гуманитарных исследований и образования. По итогам мероприятия участники выразили уверенность в необходимости продолжения подобных дискуссий и дальнейшего развития межкультурного диалога. В рамках мероприятия будут проведены лекции для студентов, а также курсы квалификации для преподавательского состава университета. Кунда Шоуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.